На самом деле у нас зафиксировано официально 3 случая хулиганства. Все хулиганы задержаны, привлечены к ответственности. Вот. Еще несколько случаев проверяется сейчас, вообще имели ли место быть. Сегодня, слава богу, возможности наших правоохранительных органов позволяют в течение суток уже там тех, кто все то или иное там действие выкладывал, вычислить и уже добраться до его распространителя. На самом деле, конечно же, это преступление само по себе вопиющее. Да? Человек вроде бы деньги приехал зарабатывать, так, а на самом деле он среди ночи женщину одинокую заталкивает в машину, насилует ее, так потом еще и лишает ее свободы. Ни по каким законам, и там сейчас пытаются там списать, что это вот менталитет там такой, там восточный, какой-то насущный мерзавец, он есть мерзавец, так, вне зависимости от национальности. Другой вопрос, что, конечно же, в основе этого, вот этих выступлений, которые были, особенности вот то, что было в Триумфе, потому что по первому выступлению на Комсомольской площади я считаю, что это была на самом деле организованная провокация со стороны некоторых сил, так, потому что людей, мы знаем, что людей специально сводили, мы знаем, что большая часть была пьяная, вот, что никаких там осознанных требований, кроме того, что давайте пойдем поджигать, давайте пойдем громить, не было. Вот. Ну и в этой ситуации было предложено встретиться. Но вот на следующий день подобная встреча, на самом деле, вот, которая собрала очень много людей, я, честно говоря, ожидал, что будет 2000 человек, так, но пришло 6000. Так. Выдвигались новостного вопроса экономического характера. И в основе вот этого выступления, конечно же, лежит экономика. Почему? Потому что достаточно большое количество мигрантов занимает те или иные рабочие места, причем в тех отраслях, где спокойно могли бы работать и местные камеры. Начиная от такси, самый такой простой пример. При этом, конечно же, самая большая проблема, которая есть вообще в экономической мигрантов, то, что я всегда называю незаконным предпринимательством. Потому что именно в незаконном предпринимательстве самое большее количество вот этих незаконных мигрантов и как раз и сконцентрировано. Вот тот же автосервис, который был пристанищем вот этих преступников, это же на самом деле он действовал нелегально, он нигде не регистрирован, никаких налогов там не платилось, естественно. Вот. И, к сожалению, это на самом деле большая проблема нашего государства в целом. Мы пока еще не научились эффективно бороться с незаконным предпринимательством. С законными предпринимателями мы боремся, знаете, вот, достаточно успешно, к сожалению. Вот, и сейчас, вот, когда пошли проверки по нашим требованиям как раз части незаконного предпринимательства, все началось с того, что наши правоохранительные органы, в первую очередь полиция, начала сначала приходить как раз к легальным предпринимателям, их проверять, там, по второму, по третьему разу. Тут мы уже вмешались, и вроде бы сейчас все-таки эта ситуация выправлена, больше работа идет на выявление сигналов по незаконному предприятию. И так и должно. Вот. И в этом отношении мы будем очень четко ситуацию выдерживать. Проблема, еще раз говорю, мигрантов, она касается именно экономической темы, и она касается именно, в первую очередь, незаконных предприятий.